Рисмак, добрый. Ассаламу алейкум. Рисмак, то, что ты вчера, позавчера там закидывал все это, я внимательно за всем этим слежу. Если честно сказать, то, что было вчера закинуто, мне не понравилось. Примут, не примут, понимаешь? Слово не примут вообще не должно существовать по отношению к добровольцам, братан. Это что такое? Примут, не примут. Не примут, так пусть он этими туристами, которые максимум приедет там 100 человек добровольцев, если им это жалко, пусть эти добровольцы себе куда-нибудь засунут, подержат, и живут с этим. Слишком рано вы начинаете добровольцев выкидывать из списков памяти. Так нельзя, братан, вы чё? Тут по сей день люди мучаются от того, что пришли в 92-м, 93-м здесь, испортили себе жизнь, здоровье и биографию по отношению к нам. Нас по сей день считают головорезами, убийцами, террористами за то, что приехали защищать Абхазию. А вы сегодня примут, не примут. Примут, еще как примут. Куда они денутся? Мы что, многое просим, что ли, Рисмак? Мы не просим ни земли, ни квартир, ни должности. Были бы немножко совестные, вы бы хоть раз предложили бы кандидатуру или в депутаты, или в министра, или еще куда-нибудь. Между собой и то не можете делить это все. Воюете уже между собой. Все те, которые во время войны уехали, не оглядывая назад. Сегодня ты сам знаешь, что это прекрасно. Вы просто забываете, что у нас уже есть общество добровольцев. Там все входят. Вы же не знаете, о чем была договоренность года 3 назад в Осетии, когда мы собрались. Если мы соберемся, аукнем, мы все связь держим друг с другом. Если мы соберемся, нам не нужен многотысячный митинг. Если мы, добровольцы, соберемся, мы кого надо и уберем, кого надо и поставим. Уже хватит, вы что здесь, футболите простой народ, туда-сюда, туда-сюда. Народ молчит. От сезона до сезона. То летний сезон народ проглатывает то, что вы делаете. Ладно, думаем, лишь бы народ не сорвался сезон. Потом зимой мандаринный, цитрусовый сезон. Тоже проглатывает то, что вы делаете. А что-то хорошее делаете для людей? Как я сюда приехал, как были бедные люди, так и есть бедные люди. Как были, заросшие, все обочины, вся Абхазия, так и заросшая она. Как были вокзалы, разрушены, так и стоят они. Как были дома незастекленные, разрушены, так и стоят они. Что вы делаете, скажи, чтобы нам сказать, примем, не примем? Примете, конечно. Попробуй, пусть скажет, но кто сказал, что не примут? Анкваб сказал? Или Аслам Жани сказал? Кто сказал, скажи? Ты мне назови его, кто тебе сказал, что нас не примут. Я посмотрю дальше, примет, не примет. Мы немалое участие сделали в завоевании суверенитета государственности Абхазии. И мы этим ценим, дорожим. У нас многие жены остались вдовами, у нас многие матери остались без сыновей. У нас многие братья остались без братьев. Чтобы вам завоевать эту свободу. И не жалеем. Но мы жалеем, что сегодня вот так вы ведете себя. По отношению друг с другом.
Так нельзя делать. Мы себя в футболе не дадим. Мы просто молчим. Просто молчим. И ждем. Когда же все ж таки проснется здравый ум у правителей. Но, к большому сожалению, мы не видим это. Нам не нужен ни Ахра, ни никто, чтобы, знаешь, собраться и нанести ощутимый свой урон. Для того, чтобы люди жили, а не для того, чтобы люди смотрели, как ежедневно пузы растут, ну, да и у правителей. Братан, так не надо, больше никогда не говори, если сегодня списки не будут поданы, то не примут вас. Года 2-3 назад, ну, вы и День добровольцев хотели отменить. Забыл? Давайте сейчас и не принимайте нас, а мы посмотрим, кто кого примет. Мы тоже граждане Абхазии, не забывайте. Мы тоже граждане Абхазии, имеем паспорта, имеем свой статус, имеем гордость, честь. Нельзя такие вещи говорить даже в шутку. Нельзя такие вещи говорить. Я то, что ты мне скинул, все скинул в свою группу. Все крайне недовольны этим словом. То, что ты написал, если сейчас не подадут списки, то не примут. Это что такое? Крайне недовольны, Рисмак. Крайне недовольны. Все. Хочешь, дай послушать кому угодно. Я человек безбоязненный. Я вообще ничего не боюсь. Тем более, когда я правду говорю. А правду я всегда говорю. Если честно, Рисмак, ты тоже нехорошо работаешь. Ты очень нехорошо работаешь. Ты в данный момент на посту советник президента по добровольческим делам. А где добровольцы, где ты? Где добровольцы, где ты? Ты нашими делами должен заниматься. Я-то здесь худо-бедно участок. Земельный участок, на котором я сейчас работаю, знаешь, как мне выделили? Аренда. Справа человек имеет ровно 1 гектар земли и продает он за 45 миллионов его. Слева человек, такой же ветеран, как я, чеченец, купил за 4 миллиона 5 лет назад. А мне аренду дали. 15 соток мне аренду дали. Это вообще, как думаешь, правильно человеку, который пришел эту землю, чтобы освободить, жизнь готов был положить? Вы сегодня 15 соток мне аренду дали. Аренда, понимаешь, аренда. 15 соток, а не 15 гектаров. Вы мне аренду дали. Спасибо вам большое. Я аренду землю могу взять и в Москве могу взять, и где угодно. Хорошо вы к нам обращаетесь, хорошо вы к нам относитесь. Когда праздники, если бы не вы, а праздник закончился, даже простой гаишник нас не узнает на дороге. Тут накипело уже, братан. Если не хотите, чтобы все добровольцы собрались и выдвинули свои условия, ведите себя нормально. И ты работай. Ты вот как сейчас вот мне закинул вот сюда, в группу, передайте, если сейчас не подадут списки, то не примут. Вот так же ты закидывал бы сюда. Вагид, кто у вас там без отца растет? Кто у вас там без мужа живет? Чем им помочь? Что мы можем для них делать? Вот так, если бы ты закидывал бы, я бы тебя сегодня особо не упрекал бы за это. Ты же советник по добровольческим. Ты советовался с кем-нибудь, что нам надо, что нам не надо? Мы что же люди? Вам все дали, каждому человеку, да и по 3-4 дома хватало. Вы не можете и это поделить между собой. Вы деретесь каждый год, митинги, каждый год, война у вас, каждый год. А вы подумали, что границы у нас почти открыты с Грузией? А? Просто Всевышний ради этих простых
самых простых людей охраняет эту Абхазию, жалеет. Грузия не от того в данный момент держится, что в Абхазии оборона большая, а просто из-за молитв бедных простых людей Всевышний не позволяет им предпринимать какие-то поступки. Да тут накипело уже все, Исмак. Накипело все, понимаешь? То, что вы делаете, это ни в какие рамки. Совесть человеческая, элементарная совесть человеческая должно быть. Совесть, больше ничего. Если у человека будет совесть, то этот человек многое хорошее сделает для своего народа. Бессовестный человек, сам подумай, в рай никогда не зайдет. Умрет бессовестный человек, в рай не зайдет. Я мало вижу совестных людей в данный момент в правлении.